Продолжает наш эфир брифинг по эпидобстановке. Узнаем информацию о количестве заболевших COVID-19 в регионе за сутки, а также принимаемых мерах по борьбе с инфекцией. Предлагаем послушать. Елена Фраимовна, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, о эпидобстановке в Якутии. Добрый день, уважаемые гости и жители нашей республики. На 23 августа всего зарегистрировано новых случаев, подтвержденных ПЦР-исследованиями 140. Наибольшее количество, как обычно, это в городе Якутске 78 случаев. Кроме того, в Вилюйском, Мирнинском, Момском по 7, Мегино-Кангаласском, Сунтарском 6, Нерингринске, Чурапчинске 5 случаев, Нюрбинске 4, Алданске 3, Амгинске, Намске, Всеалданске, Хангаласке по 2 случая, Верхневилюйске, Верхоянске, Миконске и Усьмайске по 1 случаю. Всего за сутки 2103 исследования на коронавирусную инфекцию проведено в наших лабораториях, или за весь период 1 миллион 325 тысяч тестов провели наши республиканские учреждения. Поступило всего на сегодняшнюю дату 381 995 доз вакцин различных наименований. Значит, это Эпивак и Гамковид и Спутник Ви. Первую вакцинацию за весь период получили уже 305 870 человек, в том числе 58 859 человек лиц старше 60 лет. Полную вакцинацию завершили 276 163 человека, в том числе 53 662 лица старше 60 лет. Использовано 89% общего объема вакцины, поступившей в республику. Сегодня коечный фонд составляет уже 1830 коек. Кроме того, на сегодняшний день мы планируем расширение коечной сети на территории города Якутска, и она составит практически 1000 коек. Количество госпитализированных лиц, к сожалению, не уменьшается. 30% всего населения, которые зафиксировано заболевание, поступают на больничную койку. Нас очень беспокоит, что большее количество с каждым днем у нас поступает детского населения. Сегодня мы курируем уже почти 1000 детей, которые находятся в наших стационарах либо на амбулаторном лечении. Поэтому призываем также вакцинироваться, особенно круг, который приближен к лицам старше 60 лет, к беременным женщинам, кормящим, у кого есть противопоказания, а также к детям, поскольку мы сегодня не можем их вакцинировать. Предварительно, вакцина для детей будет выпущена в гражданский оборот, скорее всего, поздней осенью. Поэтому, конечно, нам необходимо, учитывая, что буквально через неделю начинается учебный процесс, мы запускаем детей в детские сады, поэтому надо оградить их и защитить от новой коронавирусной инфекции. Также хотела бы обратить ваше внимание, что у нас приближается ситуация по гриппу. В нашу республику ожидается поставка вакцин от гриппа, и мы планируем с начала учебного года, как и в прошлом году, провести акцию противогриппозной кампании именно в образовательных и дошкольных школьных учреждениях для детей. Хотелось бы отметить, что увеличивается количество лиц, прибывающих из отпусков, либо по территории нашей республики, либо за пределами нашей республики. Поэтому призываем все-таки проводить меры самоограничительных мероприятий и 2 недели просидеть дома для того, чтобы защитить свою семью, ближайшее окружение, ну и коллектив, где вы работаете, от возможного заражения. Всем здоровья! Благодарим вас за предоставленную информацию. Это был брифинг оперативного штаба по эпидобстановке. Вы смотрите новости, в студии Валерия Наумова. Здравствуйте. Коротко о главных темах выпуска. Военную технику доставят в республику для тушения лесных пожаров из Амурской области, которая будет задействована в Чурапчинском районе. Сельское хозяйство получит всю необходимую поддержку для организации зимовки скота. На сегодняшний день сезонный план выполнен только на 54%. Конкурс «Ветеранское подворье» проходит не только на республиканском уровне. Ленский район уже 4-й год подряд организует подобный конкурс. Расскажем об этом подробнее.
В республике сохраняется пожароопасная обстановка. Всего на территории Якутии действует 50 пожаров на общей площади 1,2 миллиона гектаров. Тушится из них 26, локализовано 11. За последние сутки удалось ликвидировать 15 очагов, обнаружен один новый. Об этом в ходе брифинга сообщил первый заместитель правительства республики Дмитрий Садовников. Всего на местах тушения пожаров задействовано 2230 человек и 287 единиц техники. Для тушения лесных пожаров, мониторинга обстановки и передислокации личного состава на территории работали воздушные судна, количество 9 единиц. И также была организована работа по сливу воды. Работа по тушению лесных пожаров продолжается в 12 районах. И сегодня по итогам работы мониторинга будут также сниматься часть пожаров, которых мы считаем ликвидированными. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики на сегодняшний час не отмечается. В Хангаласском Улусе за выходные ликвидировали 5 лесных пожаров, остался непотушенным один. Накануне вечером стало известно о ликвидации 3 очагов на территориях Мальжагарского 5, Мальжагарского 4 и Качекатского наслегов. Сегодня утром сообщили о ликвидации пожаров в Синском и Жемконском наслегах. Близок к ликвидации крупный лесной пожар на Ленских столбах. Там уже с сегодняшнего дня начнут выводить силы и средства. Всего с начала пожароопасного сезона в Хангаласском Улусе возникли 55 лесных пожаров. Почти все они на данный момент потушены. Остался у нас один пожар, локализованный на территории национального природного парка Ленские столбы. Сегодня вечером или завтра с утра планируем ликвидировать. Так, в основном все силы и средства вывезены, но остались 3 бригады у нас. Это федеральные силы. На территории Синского наслега 27 человек и на территории Жемкомского 1 наслега 15 человек. Сегодня планируется вывести данные силы на другие действующие пожары на территории Республики Саха-Якутия. Военную технику доставят в республику для тушения лесных пожаров. Во вторник следующей недели ожидается прибытие военной техники из Амурской области, которая будет задействована в Чурапчинском районе. Кроме того, сегодня, 23 августа, планируется переброска 3 тракторов из Усть-Алданского горного районов и Якутска в Усть-Майский район, где действует 13 очагов лесных пожаров, 1 локализован. Отмечается, что ранее из Якутска туда уже доставили гусеничную тракторную технику, 2 тонны груза и 20 человек личного состава. Глава Якутии провел заседание оперативного штаба по координации строительства и реконструкции объектов, реализуемых в рамках национальных проектов и государственных программ республики. Айсен Николаев остановился на степени готовности проблемных вопросах каждого возводимого объекта. Подводя итоги обсуждения, руководитель республики отметил, что критических моментов в строительстве объектов нет. Решения по финансированию правительством приняты или в ближайшее время при корректировке бюджета будут приняты. Для ликвидации некоторого отставания от плановых дат графика глава региона поручил Министерству строительства постоянно контролировать ход строительства с учетом условий районов и своевременно оказывать помощь застройщикам. Сельское хозяйство получит всю необходимую поддержку для организации зимовки скота. В связи с погодными условиями для аграрников Якутии существенно затрудняет полностью заготовить более 400 тысяч тонн сена. На сегодняшний день сезонный план выполнен только на 54%. Нехватку сена планируется выполнить за счет мобильных бригад. Это позволит набрать порядка 40 тысяч тонн. Кроме того, сено будет закуплено из Амурской области, Забайкальского края и Магадана. По итогам обсуждения в Чурапчинском Улусе глава республики дал поручение правительству выделить бюджет для того, чтобы в ближайшее время начать транспортировку сена. Это в первую очередь в Усть-Алданском, Горном, Аймиконском, Тампонском улусах, где не хватает сена до начала открытия автозимника. Поручению главы республики правительству необходимо выделить 170 миллионов рублей для перевозки сена за пределы республики, из-за пределов республики. Сегодня идет договорные работы непосредственно по хозяйствам. Каждое хозяйство будет заключать договора.
С 1 сентября начинают действовать новые правила проезда пассажиров и провоза багажа в поездах. Больных запретят снимать с поезда, курение становится полностью под запретом. В обновленных требованиях уточняют, за какое время нужно забрать доставленную поклажу и кто в каких случаях имеет право высадить человека из поезда и как надо идентифицировать людей, которые покупают билеты через приложение. Например, пассажир может бесплатно везти с собой одного ребенка младше 5 лет, если он не занимает отдельное место. Но билет оформить на него все равно нужно. Также в июне правительство приняло постановление, по которому в этом году семьи с детьми могут купить субсидированные билеты на поездки по России в купейных вагонах поездов дальнего следования. На скидку до 40% имеют право семьи, которые состоят из одного или двух родителей или одного и нескольких детей до 18 лет. Также субсидированный билет может приобрести человек, который поедет один со своим ребенком до 5 лет. К другим темам. Сегодня важный день и памятная дата для студентов, преподавателей и сотрудников Северо-Восточного федерального университета. Якутский вуз отмечает 65-летие со дня образования. Именно 23 августа в 1956 году началась богатая история первого университета, ставшего оплотом развития республики, процветания и благополучия нескольких поколений якутян. С момента образования Якутский вуз проделал путь от учебного заведения до крупнейшего научно-образовательного центра на Дальнем Востоке и в арктической зоне Российской Федерации. Конкурс «Ветеранское подворье» проходит не только на республиканском уровне. Ленский район уже 4-й год подряд организует подобный конкурс. Если раньше в нем принимали участие только горожане, то теперь и селяне не отстают. Вместе с Советом ветеранов по подворьям Ленска проехала Анна Кожевникова. Разбивают клумбы, строят теплицы, выращивают самые высокие подсолнухи, балуют внуков клубникой. Ветераны Ленского района без дела не сидят. Поэтому Совет ветеранов старается поощрять активистов. Один из способов – конкурсы. Например, на лучшее ветеранское подворье. С приходом на пост председателя Раисы Бараковой в нем стали принимать участие не только горожане, но и сельские жители. Прошлый год у нас с Южной Нюи Кинслер Елена Яковлевна заняла 3-е место по республике. Представьте, сколько районов у нас. Мы не берем одних и тех же. Поэтому мы вот уже 3-й год подряд находим новых и подводим итоги отдельно по сельской местности и по городской. Понятно, нельзя сравнивать, потому что в деревнях там, знаете, больше даже держат и животных. Учитывается и архитектура дома, и наличие теплиц, растениеводства и животноводства, а также привлечение к труду младшего поколения. Например, как у Марии Николаевны. Ей на будущий год уже исполнится 90 лет. Без помощи детей не обойтись. Не только выращивают овощи, ягоды, цветы, но и разводят птиц. Например, в этом ветеранском подворье есть курочки. Семья Шестопаловых еще и годовщину новоселья не отметили, но работа кипит вовсю. Построили теплицу, отсыпали участок под огород. Теплицу рано затопили, была рассада, немножко продавала, кто желал, да. И рано высадили мы помидоры и огурцы. Так что по огурцы мы начали рано кушать, где-то в конце мая. В июне у нас уже были свои красные помидоры. У нас много планов, тут и посадить малину надо нам еще. Зимой много снега. Сидеть некогда, скучать некогда, и страдать, и думать о болельщиках тоже некогда. В этом году среди городских участвуют 4 подворья. Видеоролики выслали Витим, Южная и Северная Нюя, Артанахара, Биченча. Победители получают сертификаты на приобретение товаров в магазинах ДНС и «Надежда». Без наград никто не остается. А лучшие подворья будут представлены на республиканском конкурсе. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. К этому часу это все новости. Оставайтесь с нами.